Здравствуйте, меня зовут Замятина Лилиана, я ученица 9 класса, школа номер 7. Я хочу представить свои исследования влияния вредной пищи на организм лабораторных мышей. Для нас было важно выяснить, насколько некоторые продукты могут быть вредны для организма. Чтобы наглядно показать это, мы решили провести экспериментальные исследования влияния вредной пищи на лабораторных мышей. Целью было исследование особенностей питания лабораторных мышей для выявления действия пищи на организм. Задачи. Первое. Изучить литературу. Второе. Провести исследование. Третье. Применить методику лабораторных исследований. Сделать выводы на основе исследовательской работы. Опасность употребления колы и чипсов. Объект изучения. Мыши лабораторные. Опытные контрольные предметы изучения. Условия содержания кормления мышей. Анализ. Применение методов. Анализ и диагностика. Проведены 2 лабораторных опыта на мышах. У контрольных и подопытных был общий рацион, но у подопытных добавлено в рацион кола и чипсы. В первом опыте можно увидеть, что у опытных мышей сильная потеря веса, а также тусклая шерсть, крошение зубов и агрессивное поведение. Во втором опыте тоже наблюдаются те же самые изменения. Сильная потеря веса и тусклая шерсть, крошение зубов и агрессия. Из всего этого мы можем сделать выводы. Контрольные мыши за 2 месяца прибавили в весе в среднем 1,48 грамм, а подопытные мыши потеряли вес в среднем 2,1 грамм. У подопытных мышей после 40 дней использования кока-колы и чипсов наблюдается разрушение зубной эмали и крошение зубов. Это свидетельствует о высокой концентрации ортофосфорной кислоты в организме мышей, который приводит к таким последствиям. Кроме этого, у подопытных мышей после использования кока-колы и чипсов наблюдается изменение поведения. Это депрессия, пассивность, паника, а иногда агрессия. Это доказывает наличие аспартама, который истощает запасы серотонина, и мыши впадают в депрессию, становясь пассивными. Летальный исход мышей мы наблюдали у подопытной мыши номер 6 в возрасте 1 месяца. Потеря веса, которая составила 3 грамма, и мыши номер 11 в возрасте 3 месяцев, соответственно, потеря веса составляет 2,2 грамма. При постоянном употреблении вредных для здоровья чипсов и кока-колы у подопытных животных были проблемы ухудшения работы сердца, сильное аллергическое проявление в виде покраснений и раны на коже. Наблюдается истощение организма и сильная возбудимость, потеря веса, истощение нервной системы, агрессивность, легкая возбудимость. При клинических исследованиях диагностики павших мышей мы обнаружили паразиты у лабораторных мышей. Это свидетельствует о снижении иммунитета при некачественном питании. Спасибо за внимание.